Жолдошевич, бүгүнкү күндө бизде текшерүүгө мораторий бар да, же жокпу? Бар да. Ошондо расмий айтып коесузбу, экономика министр катары кайсы органдар ишкерлерге бүгүнкү күндө келе алышат, кайсы органдар кимиси келбеш керек, кимиси келиш керек деп сурап атышат да, сөзүн ачыгы. Салық органдары келе алат, бажы органдары бара алат, эгер алар жана эч улуксаты жок, эгерде мыйзам бузуулар боло турган болсо, таможня кодексинин негизинде Бул импорт операцияларында, экспорт операциялары менен тиешелүү адамдар. Экспорт импортда эмесинде бар, полномочияларында бар. Ал жанагы ээктин алкагында алынган кодекстин негизинде, ээктин кодекси биздин мыйзамдардан жогору турат, өзүңүздөр билгендей, ал эл аралык мыйзамдын категориясында. Андан тышкары камералдык проверкалар, салык кызмат тематикалык проверкалар жана рейдовый проверкалар ушул 3 эмеде салык кызматы бара алат. Калган текшерүүлөрдө сөзсүз түрдө бул мыйзамдын чегинде прокуратура органдарынан улуксатын гана алып туруп жазыш керек, кайрылгандан кийин прокуратура макулдугун берет же жок деп айтат. Эгерде мыйзамдуу деп чечсе, анда улуксатын берет. Ошол улуксаттын негизинде гана текшере алат. Эгерде ал улуксаты жок боло турган болсо, анда жаза кодексинин алкагында жооптуу кызматкерлер жооп берет. Ошондо бир мекемени текшеребиз деп прокуратурага кайрылганда, ошол маселе боюнча ишкерлер маалыматты кайдан алышса болот? Ал ошол прокуратура органдарынын текшерүү сайты бар, QR код менен ошол эгерде мыйзамдуу же мыйзамдуу эмеспи деп текшерүүнү ишкер ошол QR код аркылуу текшере алат. Негизи эмнеде экенин толук маалымат ошол сайтта жайгашкан. Субъекти эмне себептен текшерилип атканы толугу менен маалымат түшүндүрмөсү бар да? Ошактан каралышат. Макул. Анан эми аябай орчундуу, сиз да мен да бул жөнүндө 2 жылдан бери талкуулап жатабыз. Мага деген ушинтип 160 барак кол топтоп Бишкек шаарында ишкерлер жөнөтүшүптүр да. Баягы эле маселе, ЭТТН маселеси, СФ маселеси, бирок дагы бир нерсени тактап берилечи дейт да. До начисления подоходного налога в размере 10% для индивидуальных предпринимателей за остатки товара, приобретенные без первичных учетных документов. Ушул боюнча түшүндүрүп берилечи? Эльвира Джалбековна, это сам механизм, то есть при переходе на ЭТН, при разъяснительных работах мы говорили о том, что мы делаем амнистию для товаров, которые завезены до вступления в силу норм в обязательном использовании электронно-транспортных накладных. ККМ. То есть, да, ККМ. Эти склады, они могли без проверок, то есть заявить количество товара, который у них на складе. Потому что после этого обнуляется весь механизм и начинает работать уже система прослеживаемости товаров. То есть в первую очередь, когда мы с вами принимали налоговый кодекс, основной задачей принятия именно норм использования контрольно-кассовых машин, электронно-транспортных накладных, это была прослеживаемость товара от вхождения в границы и внутри продвижения товара. То есть отдельными нормами было принято 5 режимов, в рамках которых мы даже освободили субъектов предпринимательства о предоставлении отчетности конечного пользователя. Но первичные данные происхождения товара, они обязательны для нас. Поэтому сейчас, когда товар обезличен, соответственно, идет до начисления товара, то есть если он не может объяснить, значит это либо контрабандный товар, либо неучтенный товар. А все, что учтено и завезено официально, на них прослеживаемость товаров, электронных товаротранспортных накладных, при присутствии таких начислений нету. То есть. Вот один из вопросов также мне ставят, да, возможно ли передача функций контроля импорта таможенным службам, предложенияларын жазып атышат, да? Ваше мнение? ЭТТН и товаротранспортная накладная – это две неразрывные части. Первое – это происхождение товара. Но может быть так, что субъект привез товар, но он распределяет по своим цехам. То есть, чтобы двойного учета и двойного начисления не было, эта необходимость есть. То есть, при обсуждении данного вопроса, то есть, это единогласное было мнение самих предпринимателей. То есть, при отсутствии электронно-транспортных накладных, передвижения внутри страны, будет до начисления как продажа. То есть вот от субъекта, который завез товар и распределил его по своим цехам, получится так, что как будто бы он этим цехам продал. Потом снова готовую продукцию, когда привозят, это второй еще раз будет учет, да? Поэтому этот учет необходим. А по электронному складу? Электронный склад – это от первичного, вот как мы говорили, от первичный завоз товара, он должен, постановка на электронный склад, оттуда, от оптовиков, он к мелкому опту переходит, и к конечному потребителю предоставления отчетности нет необходимости. То есть автоматически ККМ выбивает на списание.
Даниил Жолдошевич, ну, мы как-то об этом много-много говорили, да, есть какие-то вещи, которые должны внедряться, прозрачность должна быть, но самое главное же, мы все-таки должны создать условия и облегчить жизнь. Здесь вот ко мне, которые обращаются люди, да, вот они также затрагивают, говорят, а как вот у нас есть пенсионеры, молодежь, есть молодежь без высшего образования, даже вот эти вещи мне отмечают, да, и вот нам все-таки какие-то, нанимать бухгалтера сложно, это дополнительные затраты, если совсем малый бизнес, вот эти вещи вы обсуждали? Абсолютно, Эльвира Джалабековна. Поэтому я и говорю, что для мелкого бизнеса, это конечные потребители, для них система упрощена. То есть предоставление отчетности о списании из электронного склада, то есть нет необходимости. Как правило, это для крупного бизнеса. Крупный бизнес должен играть по правилам. То есть мы сейчас создаем правовую базу прозрачности вообще всей экономики. За последнее время сокращение теневого сектора мы порядка 20% уже добились, да? Поэтому этот процесс, он необратим, и он должен идти в ногу со временем. То есть, если обратить внимание на наши соседние страны, даже экономики меньше нашей по масштабам, они уже внедряют эту систему. То есть без внедрения этой системы мы просто не будем конкурентны и на международной арене. То есть продвижение и прослеживаемость товаров – это обязательный порядок для всех. То есть век цифровизации, сейчас практически в каждой стране процесс фискализации он полностью оцифрован. А если ты получаешь товар, а тот, у кого ты получаешь товар, у него нет электронной счет-фактуры, у него нет первичных документов, что делать? Человек, который продает, он же не виноват? Он не виноват, но он должен требовать у первичного... А если это единственный источник, где он может приобрести этот товар? И любой предприниматель, естественно, будет смотреть выгодные источники. Да, Эльвира Джалабековна, если кто-то уклоняется от предоставления документов, он может обратиться в Государственную налоговую службу для того, чтобы было основание проверить, откуда тогда товар, почему он отказывается предоставлять это первичные условия. То есть Вот это эта процедура как проходит? Хорошо, вот человек берет товар, там не предоставляет документы, пошагово объясните, пожалуйста, вот этот предприниматель идет куда? Нурлан, объясни, пожалуйста. Заместитель Государственной налоговой службы тогда объяснит сейчас. Нурлан Мырза, саламатсыздар ғой? Эмблестер с Китая тоже получают товары, там документы не предоставляют, тоже есть такое. Мы с вами это все хорошо понимаем. Да вот как этим людям быть? Эльвира Джалабековна, Китай полностью предоставляет, он вплоть до ценовой позиции предоставляет каждого товара. То есть от китайской стороны проблем абсолютно нету. То есть когда заполняется инвойс, он заполняет полностью вплоть до количества и стоимости с учетом НДС и без учета НДС. В инвойсах всегда это есть. Другое дело, что наши предприниматели этот инвойс не предоставляют. Вы говорите о крупных, об оптовых поставках. Абсолютно все. Да? Абсолютно все экспортно-импортные операции в Китае, переходящие границу, они заполняют инвойс. Нурлан Мырза, пошагово түшүндүрүп Саламатсыздар ғой? Умтолов Нурлан, салық қызметінің төрағасының орынбасары. Эльвира Джалабековна, если это идет импорт с третьих стран, соответственно, есть декларирование таможенной службы. И те субъекты, которые импортировали, они оприходуют в виртуальном складе как импорт по данным таможни, да, то есть по декларации, таможенной декларации товаров. Они оприходуют, и, соответственно, в виртуальном складе появятся эти товары. Потом, далее, при реализации, они, значит, оформляют ЭТТН, уже исходя из того перечня каталога товаров, который содержится в виртуальном складе. И так далее идет. Нурлан Мырза, я спросила, смотрите, вот предприниматель, ему, где он закупается, ему не предоставляют документы. Мы говорим, ну вот самых таких простых примеров, не крупнооптовый, да, мы говорим о малом бизнесе. Он должен прийти, настучать на этого человека, прийти в налоговую инспекцию. Я просто физически это представила, я прихожу в налоговую инспекцию, стою у дверей, ищу кого? Вас, Нурлан Баке? Как это происходит? Сиз азыр деген госслужбада иштеген адамдар жөнүндө сөз кылган жоксуз. Сиз деген базарларда, эшикте розница менен саткан адамдар жөнүндө сөз кылып атабыз да. Эң мындай биз түшүндүктүү, азыркы учурда бизге ошондой жанагы кайрылуулар келип түшүп атат. Ал деген мына биринчи боюнча жанагы электронный обращение аркылуу кайрылат алар.
Экинчиден бул жанагы келип туруп эле ошо жанагы өзүнүн заявлениясын калтырып кетсе болот. Биздин салык кызматына же центральный аппаратка болобу же ошо жанагы жергиликтүү салык кызматына келип ошондой даттануусун калтырып кетсе, ошого чара көрүлөт да. Азыркы учурда ошондой заявлениялар бар. Биз убагында карап ошо жооп эметип берип атабыз.